Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. Каждый выпуск мы начинаем со значимых событий вековой истории ТССР. Так, 14 февраля 1927 года вышло постановление об образовании первых районов республики. Это Казань, Агрыз, Лаишево, Нурлат, Рыбная Слобода, Свияжск, Стеньки, Кайбицы. А с 29 года по стране вводится карточная система. Хлеб получали только работающие члены их семей, инвалиды и отдельной категории пожилых людей. В этот день, в 1997 году, указом президента Ментимира Шаймиева в республике учреждена премия Мусы Джалиля. Документ подписан в преддверии дня рождения поэта-героя. Это награда возрождения премии, учрежденной в ТССР в 1968 году. Сейчас ее раз в 2 года вручают творческим людям в возрасте до 30 лет. Мы же возвращаемся к событиям этого дня. И вот главное. От доноров с любовью. Каждый год отмечали всегда цветы, подарки, но вот раз мы решили отметить по-особому. А тех, кто День влюбленных встретил по-особенному. Вероника Гайнудинова. Вопросы по зарплате и успехи в спорте. Если это сфера, если это схема, то, конечно, мало не покажется. Чем Алексеевский район жил год, какие перед ними поставили задачи, услышал Рамиль Шайдуллин. Новые условия для бездомных животных. Стаями они большими пробегают. Просто на самом деле, вот я пожилой человек, мне даже бывает страшно. Что теперь с ними будут делать и какими должны стать приюты, расскажет Салават Мухаммадулян. Они нашли друг друга спустя 47 лет. До сих пор не верится, что у меня другие родители. Как в роддоме Алькеевского района могли перепутать девочек и будут ли семьи подавать в суд, узнала Зарина Ахметова. Весь мир сегодня отмечает День Святого Валентина. В нашу страну он пришел в начале 90-х. Цветы, сладости, воздушные шары. Поздравлять своих любимых в этот день будут лишь 56% опрошенных россиян, сообщает РИА Новости. Оказалось, спустя годы жители нашей страны вложили в него более глубокий смысл. Вот и сегодня влюбленные казанцы отправились не за валентинками, а в Республиканский центр крови. О самом оригинальном и добром способе признаться в любви. Вероника Гайнудинова. В центре крови сегодня особая атмосфера. Праздничное утро. Влюбленная пара Татьяна Белова и Айнур Зинатуллин начали с сдачи крови. От доноров с любовью. Их частички. Каждый год отмечали всегда цветы, подарки, но вот раз мы решили отметить по-особому, мы решили сдать кровь и помочь людям. Самый романтичный день в году казанцы начали с признания в любви тем, кого не знают и даже никогда не увидят. Давно, когда я была маленькая, мне самой нужна была кровь, вторая отрицательная, но ни у кого не было. Я не знаю, как это все обошлось, и я подумала, что вдруг кому-нибудь тоже так понадобится и не будет. Как говорится, кто, если не я. Перед тем, как сдать кровь, вам проверят ее на гемоглобин, определят группу крови, резус-фактор, и только тогда вы сможете стать донором. Но только если вам от 18 до 45 лет и нет никаких противопоказаний. Я во второй раз на такую акцию пришла. Ну, понравилась атмосфера. Если есть возможность помочь, почему бы и нет. То есть спасти кому-то жизнь. Хочется помочь больным людям, кому нужна кровь. От такой большой любви сегодня здесь ее переизбыток. Копилка донорского центра пополнилась больше, чем на 100 литров. Ежедневно лечебное учреждение потребляет от 50 до 60 литров крови. Поэтому очень важно, чтобы у нас всегда в наличии было запасы. Поделились кровью, поделились любовью. А еще отправили пациентам валентинку с пожеланиями скорейшего выздоровления. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Рустам Минниханов вместо традиционного поста в своем инстаграм сегодня разместил романтичную фотографию Казанской площади Свободы. «Любовь – это каждое утро быть рядом», написано на картинке, оформленной в стиле вкладыша Лафыс. Подписчики поблагодарили президента за хорошее настроение и назвали его романтиком. Проверить школьные столовые республики в течение месяца и оценить укомплектованность пищеблоков кадрами. Такое поручение сегодня дал Рустам Минниханов. Он провел совещание по вопросу горячего питания школьников. По данным главы Минобра, в этом учебном году в школах обучается порядка 200 тысяч учеников начальных классов. 85% учреждений обеспечивают детей обедом самостоятельно. Рустам Минниханов дал задание Министерству образования совместно со специалистами Роспотребнадзора взять на контроль работу школьных столовых. По словам президента, к этому вопросу важно привлечь и общественной организации. Напомним, в своем послании Владимир Путин поручил до 1 сентября 2023 года поэтапно перейти на бесплатное здоровое горячее питание для учеников начальных классов.
Национальные проекты работают, республиканские программы в деле. Сегодня итоги года подвели в Чистопольском районе. На сессию райсовета приехал Фарид Мухамедшин. Доложили, показатели в основном позитивные, но что за минус, из-за которого все плюсы могут пойти прахом, узнал Дмитрий Аринин. Интересный факт, примечательный, особенно сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных. Чистопольский район располагается в самом сердце республики и своими очертаниями тоже напоминает Валентинку. Они свои показатели уже выполнили, 17 мест рабочих создали, уже вышли на необходимую мощность, но у них подключение следующих работ. Индустриальный парк становится все более мощным локомотивом развития района. И здесь резиденты получают льготы территории опережающего развития. В район уже инвестировали 800 миллионов рублей. Так бизнесмены, что раньше продавали чужую пластмассу, решили открыть свое производство. На данный момент это, я считаю, наиболее интересная площадка для бизнесменов, потому что те льготы, которые нам государство предоставляет, оно действительно нам позволяет не только, скажем, дополнительный доход получать, да, то есть в виде экономии средств, но и также эти средства пускать на дальнейшее развитие производства. Республиканские гранты стали благодатной почвой для роста фермерских хозяйств. К примеру, пасечник Кадрия Чернышова, получив 1,5 миллиона рублей, стала выращивать овощи и клубнику. На грант купили трактор, вот сейчас землю с осени обрабатывали, все готовились. Вот с этого года мы начинаем сеять. У меня семена успешно пока идет. Мы успешно завершили ушедший в историю 19-й год. Как на районной сессии доложили Фариду Мухамедшину, социально-экономическое положение позитивно стабильное. Экономика растет. В минувшем году валовой продукт превысил 13 миллиардов рублей. Основные критерии оценки, по которым оценивается деятельность муниципалитетов, успешно реализованы, что вписывается в нашу программу развития республики в 2030 до 30 года. Чистопольцы внесли свой большой вклад. Что беспокоит при множестве плюсов, демография в минусе. Исправить ситуацию должны национальные проекты. Для Чистополя главные 4 – культура, образование, как раз демография и безопасные и качественные дороги. В минувшем году уже выделено и освоено около 50 миллионов рублей. Мы ежегодно 5 студентов, 5 выпускников отправляем на учебу. Из них 4 человека мы отправляем по программе 50 на 50, 50 оплачивает муниципалитет, 50 родители оплачивают. Вот за последние 5 лет мы отправили 16 ребят учиться в медицинский университет. Из них еще 6 человек у нас поступили на целевое обучение. Я надеюсь, что эти ребята к нам вернутся в Чистополь. Еще и задач на будущее. Нужно восполнить дефицит медработников, больше внимания уделять молодежи, нарастить поголовье крупнорогатого скота и чтобы всеми красками заиграла республиканская программа «Наш двор». Дмитрий Аринин, Александр Лобанов, ТНВ, Чистопольский район. Фарид Мухамедшин сегодня стал и гостем парламентского урока в Чистополе, посвященного столетию образования ТССР и 75-летию Победы. Урок прошел в форме исторического путешествия, где события прошлого переплетались с семейными хрониками. Своей историей поделился и Фарид Мухамедшин. Глава парламента рассказал об отце Хайруле Динкаевиче, фронтовике-связисте, который прошел всю войну. Был на фронтах и, к нашему счастью, вернулся живым. Он был связистом, полковым связистом. Не очень любил делиться впечатлениями о войне. Вот это поколение было какое-то скромное. Видимо, не хочется им вспоминать все эти тяготы и лишения. В республике разберутся, почему больше 20 предприятий Алексеевского района платят зарплату меньше МРОТ. Сегодня это потребовал Азгат Сафаров на заседании Совета района. Здесь рассказали о том, чем жил Алексеевск в течение года, какие были успехи и почему не решаются проблемы. Их выслушал Ирами Шайдулин. Так громко в селе Куркуль давно не ликовали. Как и в райцентре, у них появился свой современный ДК. По президентской программе клуб на 200 мест. Я сам родился, вырос в деревне и понимаю, что такое клуб. Клуб, по большому счету, это жизнь. Нет клуба, по большому счету, деревня умирает. Этот клуб и не клуб вовсе, а целый комплекс, где будет располагаться и поселковые советы, и кружки для занятий подростков, ну и, конечно, устраиваться концерты. Мы очень рады, что мы попали в программу строительства. Очень благодарны президенту. Спасибо большое. И сколько времени потребуется? С мая. За год сделать? Не. А вот местным изобретателям ждать ничего не пришлось. Было все, что нужно. Старые запчасти, инструменты и фантазия. Получились необычные машины. Это уже у меня
6-й, по-моему. Хотелось сделать просто на гусеницах. У меня вездеход на колесах. Ну, бывает, когда снегу много, можно увязнуть. А вот надо такой попробовать еще. Буквально на ровном месте в Алексеевском сделали и это пространство. Клуб «Импульс» для молодежи. Буквально за считанные месяцы его подняли по программе капремонта подростковых клубов. Такого здания у нас еще в Алексеевске не было, поэтому это прекрасно. Есть где развиваться алексеевской молодежи. Это новое место для творчества. Приняли решение отметить. Кормить бесплатно все семьи, у кого 3 и более детей. Чем жили целый год, каких добились успехов и каким решением пришли, говорят на заседании Совета района. Алексеевцы нуждаются в модернизации водоснабжения. Трубы изношены на 70%. Наверное, все главы поселения, наверное, весь актив меня поддерживает. Вода становится очень такой большой проблемой. Этот год объявлен годом поддержки предпринимательства. Бизнес начал развиваться. Районные предприниматели могут похвастаться широким перечнем товаров. Например, они выпускают вот такой кабель, который уже продают в мировых торговых сетях. Или вот такую цветную брусчатку. Вот такие утеплители. Список можно продолжать. Но есть и серьезные проблемы. Одна из них – зарплаты. 23 организации выплачивают зарплату ниже минимального размера оплаты труда. 234 семьи с детьми, имеющие среднедушевой доход, ниже прожиточного минимума. Данная команда проверит те организации, которые сегодня выплачивают зарплату ниже минимального размера оплаты труда. Кроме этого, как стало известно сегодня, и по зарплатам селян район тоже на 29-м месте по республике. Этот вопрос возьмут на карандаш. Рамиль Шайдуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Алексеевский район. Мемориальную доску великому татарскому писателю, публицисту и народному писателю ТССР Амирхану Янике открыли сегодня в Казани. Мемориал разместили на фасаде дома, где он проживал последние годы. В торжественном мероприятии принял участие Минтимир Шаймиев. Государственный советник был знаком с писателем. Мы росли на произведениях Яники, а произведения, которые читаешь в детстве, крепко остаются в памяти. Я помню, как с упоением читал его повести и рассказы, особенно посвященные временам Великой Отечественной войны, рассказал Минтимир Шаймиев. Andi hikayeler bile etreydim başağında pek zor polislerin alıştıratırdı diye bitebilir. Çünkü bir hikayesini okup çıkıp da yıkanı da yuvaltasın, göz yaşlarında çıkar. Dersin ayetinde ilişatlanasın. Benim etkenim de var indi. Onun kim jarladı diye hikayesi zamanında anlatığı müzikal program etip de bir bilgiler idi. Diğer bizim radyo televizyondan, bizim respublika. Benim hazırdan tam. Мы первопроходцы, и к 1 сентября в значимый для республики год должны сдать этот первый комплекс, отметил Минтимир Шаймиев сегодня во время осмотра строящейся полилингвальной школы. Госсоветнику Татарстана показали школу на 1224 места со спальным корпусом по улице Бондаренко. Внутри здания, которое уже возведено, ему представили 3 варианта интерьеров учебных классов и коридора будущей школы. Готовы эскизы дизайна фасадов билингвальной школы на Бичурина. Она выбрана как базовая для создания первого полилингвального образовательного комплекса в Казани. В апреле этого года начнется реконструкция нынешнего здания школы. Сегодня в Нижнекамске заселили 120-квартирный дом по улице Фикрята Табиева. Многоэтажка возведена по программе социальной ипотеки, которая является поддержкой национального проекта «Жилье и городская среда». В новостройке, построенной Госжилфондом, будут проживать нефтяники. Все квартиры с чистовой отделкой. Мы очень рады, что по получению трехкомнатной квартиры. Место расположения очень хорошее. Окна смотрят во двор. Очень хорошо видна эта детская площадка. Также большая парковка. Мы очень рады получению квартиры. В Нижнекамск нефтехимии начали переподготовку сотрудников. Они изучают новые методики и повторяют правила безопасности. Как это будет происходить? Каждому экзаменуемому выдадут по 20 билетов. На каждом по вопросу. Можно будет сделать максимум 2 ошибки. Только так специалисты Нижнекамск нефтехима смогут пройти аттестацию. Некоторые из них уже 5 лет назад проходили такое обучение, но за это время очень много поменялись федеральные нормы и правила. Сам федеральный закон о промышленной безопасности. Вышло постановление о подготовке специалистов, об аттестации специалистов опасных производственных объектов. Это промышленная безопасность, поэтому имейте в виду. В их руках тестовые вопросы, похожие, будут и на аттестации. На решение дадут всего 20 минут. Не фотографировать
Не копировать это невозможно, даже не пытайтесь. Руководители и специалисты Нижнекамск-нефтехима вникают в каждую деталь. Многое жизненно важно, ведь они каждый день имеют дело с риском. И цель обучения – предотвратить какие-либо аварии или инциденты. Именно от понимания тех вопросов, которые отражены в нормативно-правовых актах, напрямую зависит безопасная эксплуатация и работа на опасных производственных объектах. До экзаменов в считанные дни. Они пройдут здесь же, в специально оборудованных классах. Закупаем специальные компьютеры, которые соответствуют требованиям, чтобы эти экзамены. И в ближайшее время, скоро эта работа у нас в предприятии будет организована. Специально для экзаменов сдающим закупили новое оборудование с особой защитой. Ее применят в день единой аттестации. Закон новый, а порядки старые. Их просили отложить, но с января в России вступили в силу новые правила по обращению с животными. Ловить и содержать бездомных четвероногих стало дороже. В республике на это увеличили бюджет в 2 раза. Изменилась ли жизнь бродячих и почему зоозащитники все равно недовольны? Разбирался Слават Мухаммадулин. Привет, собаки. Как дела? Милые, дают себя погладить и не лают. Эту тройку бродяг мы встретили случайно. Но такими добрыми бывают не все бездомные животные. Агрессивность, лай, а иногда и нападение – это другая сторона жизни. Достаточно зайти в народный контроль и увидеть кипу обращений. Отлавливают животных специальные компании. Если раньше их чаще всего умерщвляли, то теперь это будут делать только в случае необходимости. Бешенство или неизлечимых впоследствии острой травмы несовместимостью с жизнью животного. Процедура должна производиться специалистами в области ветеринарии, гуманными методами. Несмотря на это, зоозащитники остались опять недовольны. Те службы, которые занимались ранее отловом, на данный момент также занимаются, и они никогда не вызывали доверия у зоозащитников. В этом году вдвое увеличили бюджет на отлов и стерилизацию животных с 27 до 57 миллионов. По нормативам сейчас в Казани на 1000 человек должно приходиться максимум почти 3 бездомных животных. Если говорить о республике, то эта цифра на 1 пункт ниже. Сколько же всего у нас бездомных животных, ветеринары даже приблизительно сказать пока не могут. В прошлом году в республике было отловлено 19 800 животных без владельцев. Только изменений на улицах, по словам жителей, нет. Такими стаями они большими пробегают. Просто на самом деле, вот я пожилой человек, мне даже бывает страшно. Бегают, конечно, собаки. Опасно только за детей. Часто. У меня у самой 3 кошки. Новые правила могут закрыть и существующие места содержания животных. Пункты временного содержания должны будут, соответственно, либо определить свою деятельность в качестве приютов и соответствовать им, либо должны будут деятельность свою прекратить. Пока вопросов больше, чем ответов. Но главное, надеются горожане, закон сделает наши улицы спокойнее. Слават Мухаммадулин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. И в продолжении темы «Лечить нельзя убить», где ставить запятую? Хватит ли денег у республики на стерилизацию бездомных животных? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Повысили уровень правовой культуры, юридической грамотности и управленческих навыков. В Казани сегодня завершилась образовательная программа «Единой России. Депутатский корпус». Участников проекта наградил руководитель фракции в Госсовете Республики Юрий Камалтынов. На многие вещи стали смотреть совершенно по-другому. Им стали понятны цифры макроэкономики, им стали понятна роль депутатского корпуса в решении экономических и социальных вопросов конкретно в конкретном районе, в конкретном городе. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Они нашли друг друга спустя 47 лет. До сих пор не верится, что у меня другие родители. Как в роддоме Алькеевского района могли перепутать девочек и будут ли семьи подавать в суд, узнала Зарина Ахметова. Уже 2000 детей получили электронные сертификаты на сумму 10 000 рублей. Зима, весна – это всегда болезнь, тем более маленький ребенок. Кому не положено и как оформить новую меру поддержки, расскажет Юлия Муратова. Спустя почти полвека они узнали, что выросли не в своих семьях. Пару дней назад вся страна наблюдала за историей Катиных и Ферапонтовых из села Базарные Матаки Алькеевского района. О своей истории они рассказали в эфире федерального канала. ДНК-анализ прямо в студии показал, родители вырастили не своих девочек. Как с этим жить и что они будут делать дальше? Зарина Ахметова. До сих пор не верится, что у меня другие родители.
История Ангелины Беловой из деревни Старая Тахтала для кого-то может показаться выдумкой. Несколько дней назад в эфире одной из программ она узнала, ее вырастили не биологические родители. В такой же ситуации оказалась и Гульфина Грязнова из деревни Нарманка. Семьи считают, 47 лет назад девочек в роддоме Базарных Матак перепутали акушеры. Вероятность того, что вы, Наиля, носили под сердцем и родили 47 лет назад именно Гульфину, составляет 0%. Мне очень жаль. Моя Вероятность того, что у вас, Ангелина, одна мама с сестрой и братьями, составляет 0%. У вас другая мама. 2 дня я приехала из Москвы, даже с кровати не вставала, лежала. Здание роддома, где когда-то перепутали девочек, уже давно нет. Как это могло произойти? Для семьи это до сих пор остается загадкой. Но главный вопрос, которому они не перестают задаваться, как же жить дальше с этой новостью? Гульфина Грязнова из Нарманки и ее мама Наиля Агатьевна тоже говорят, в это сложно поверить. Сейчас они не готовы с нами общаться. Сегодня в том селе уже новый роддом. Те врачи здесь давно не работают. Как-никак прошло почти полвека. Но оставлять ситуацию без действия Ангелина Белова не намерена. Обязательно будем подавать в суд. Такие путаницы в роддомах не впервые. Стоит вспомнить историю 2013 года, когда в Камском центре Челнов перепутали малышек. Когда родители узнали, что дочери им не родные, обменялись младенцами после решения суда. Акушерку и врача тогда уволили. Адвоката для своего дела Беловы нашли. Документы, в том числе тесты ДНК, уже у него на руках. Тесты все были подтверждены. Более того, они будут представлены в суд для обоснования доказательной позиции именно Беловой Ангелины. Шанс на победу в этом деле, по мнению юриста, у семьи есть. Не помеха даже давность истории. Срок давности ведь начинает течь с момента, когда лицо узнало о нарушении в отношении себя. В этом случае помощь специалистов, то есть обратиться к специалистам, психологам, как-то подтвердить свои состояния документально было бы лучше до суда сделать. Уже в этом месяце адвокат Ангелины Беловой намерен подавать иск в суд на Минздрав России. Ведомство является правопреемником со времен СССР, считает юрист. Семьи же пока приходят в себя после шокирующей новости и поддерживают друг друга, созваниваются и общаются. Зарина Ахметова, Данил Филатов, Игорь Романов, ТНВ, Алькеевский район, Казань. С начала этого года электронный сертификат на 10 тысяч рублей получили уже почти 2000 татарстанцев. Такую матпомощь с 1 января оказывают малообеспеченным семьям с детьми на приобретение детских лекарств. Все в рамках национального проекта «Демография». Здравствуйте, хотела витамины приобрести для ребенка с 2 лет. У Виктории Фролиной маленький ребенок. Ему еще нет и 3 лет. Недавно женщина получила электронный сертификат на 10 тысяч рублей. Осень, зима, весна – это всегда болезнь, тем более маленький ребенок. Электронные сертификаты на лекарства уже с 1 января может получить любая малообеспеченная семья. Главное условие – доход на одного человека меньше прожиточного минимума и возраст ребенка не более 3 лет. Таких уже 2000. В рамках национального проекта «Демография» одним из приоритетных вопросов является поддержка семей с детьми. И в первую очередь в Республике Татарстан уделяется внимание малообеспеченным семьям, которые входят в категорию нуждающихся. Сейчас вам необходимо открыть блокированный целевой лицевой счет в Акбарсбанке. Чтобы получить выплату, нужно оформить банковскую карту. Разрешение на открытие счета можно получить в Центре материальной помощи по месту жительства. Предоставляется в размере 5000 1 раз в 6 месяцев. Продлить действие сертификата можно только при неизменности доходов. Новая мера поддержки допускает покупку любых лекарств по рецепту врача. Однако получить необходимые лекарства вы можете далеко не во всех аптеках. Здесь же в Центре материальной помощи содержится точный список адресов, где вы можете получить согласно сертификату. Точная информация размещена и на специальном сайте. В этом году такую матпомощь получит более 17 тысяч человек. На это из республиканского бюджета выделено 176 миллионов рублей. Юлия Муратова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Какие центры отдыха обновят и построят в республике? Где можно узнать о конкурсах для молодежи и что еще нового ждать в этом году? Ответы на эти и другие вопросы даст глава Минмолодежи Дамир Фаттахов. Завтра в 15 часов он выступит в прямом эфире в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники. Задать свои вопросы и посмотреть эфир можно по ссылкам, указанным на экране.
Межнациональная дружба объединит в Казани более 2000 волонтеров мира. Сегодня в столице начали принимать заявки от кандидатов в добровольцы первых игр стран СНГ. Звание послов уже присвоили 11 лидерам из Татарстана, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Украины, Армении и Беларуси. Среди них двукратный призер Олимпийских игр Ирек Зинуров и доброволец России Несса Клюкина. Первые игры стран СНГ в Казани пройдут в августе. 2500 спортсменов разыграют 230 комплектов медалей. Стать волонтером может каждый. Регистрация открыта в интернете. Продлится до мая. Показать, что в каждом народе есть свои лица спортивные, очень талантливые люди, о которых также нужно говорить. Значимая должность, которая необходима мне, также миссию, можно сказать, так нести, и не только здесь, в Татарстане, в России, но и за рубежом. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Канавто на Минской в феврале дарит всем покупателям автомобилей «Лада» комплект зимней резины и другие приятные подарки. Обменяйте свой автомобиль на новую «Лада» с выгодой до 124 900 рублей. Канавто 512 12 12. Чувство радости способно лечить и продлевать годы жизни. А в аптеках «Фармленд» всегда есть повод для радости. Скидки до 50%. «Фармленд» – аптека доброго здоровья. Стань первым обладателем обновленного Datsun. Только в феврале по старым ценам. Подробнее в автоцентре «Марка» по телефону 4 5 3 7 и на Чуйкова 54Б. Вы еще не слышали? Ипотека от 1%. Квартиры Акбарс Девелопмент. Звони сейчас. Телефон в Казани 295 77 77. В автоцентре «Марка» финальная распродажа автомобилей Nissan. Выгода до 350 тысяч рублей. Зимняя резина и 100 тысяч на сервис в подарок. Звоните 4 5 3 единицы. Устал от зимы? Пора отдохнуть. Отдохнуть в Лиге детских лагерей. С 23 по 29 марта мы ждем вас в детских лагерях компании «Татнефть». Иволга, Солнечный, Ландыш и Чайка ждут ребят от 7 до 16 лет включительно. Целую неделю. Отличные условия, интересная программа. Встречай весну в любимом месте. Спешите видеть в Казанском цирке с 31 января и только до 1 марта «Тигры, львы» и «Якутский цирк». Болгар радиосы тәкъдим итә. Күңелләргә үтеп кергән җырлар, сез яраткан җырчылар үткәннәр сагындыра концерты белән Яршаллыда 17 март Сара Садыйкова концертлар залы. Рәхим итегез. Время прогноза погоды на ТНВ. В студии София Егорова. Здравствуйте. Подробнее о погоде через несколько секунд. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2 167 166. Или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево ожидается снег с самого утра и до вечера. Днем минус 7-8 градусов. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге вероятность осадков велика, облачно и минус 8-9 градусов. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше облачно и очень снежно, днем до минус 7. В Арске, Кукмаре и Балтаси будет также очень снежно и довольно морозно, до минус 8. В Болгаре, Дрожжином, Буинске ожидается облачная погода и небольшой снегопад. Температурный фон будет колебаться от минус 3 до минус 7 градусов. В Альметьевске, Чистополе, Молодыше велика вероятность осадков. Ожидается небольшой мороз до минус 9. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Боль в спине и суставах «Доктор Ост» лечит так, как не умеют нигде.
На помощь приходят умные машины, способные заменить протез и скальпель хирурга. Чтобы забыть о боли, часто достаточно одного сеанса. Поспешите в «Доктор Ост». Клиника Фарм-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Спонсор прогноза погоды – клиника Фарм-Т. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли операции, на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. В столице Татарстана ожидается снежный день. В дневные часы до минус 9 градусов. Ветер южного направления, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 87%. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. До свидания.